Доброе утро! Сегодня у нас 17 августа. Мы вновь продолжаем наше исследование исчезнувших деревень. В этот раз мы приехали в Красногорский район. Это где-то северная часть Удмуртии. И находимся на месте бывшей исчезнувшей деревни Порез. И нам об этой деревне расскажут местные жители и известный краевед Красногорского района. Я вам его представляю. Это Анатолий Николаевич Гончаров. Фамилия очень известная, озвученная. Анатолий Николаевич, вы представьте, кто нам расскажет о деревне Порез. Алексей Иванович Перминов, в прошлом житель этих мест, потом директор лесхоза, а сейчас, значит, главный эколог в нашем районе. Хорошо, Алексей Иванович, да. Скажите, пожалуйста. Да, мы сейчас находимся на территории бывшей деревни Порез, которая входила в состав Прохоровского сельского совета Красногорского района. Эта деревня просуществовала где-то до середины 60-х годов. В общем, деревня была небольшая, где-то не более 20 домов. Она располагалась вот вдоль этого лога. Сейчас здесь Бобровая запруда. Деревня была небольшая. Вот, во всяком случае, со мной училась в школе, в Прохоровской школе, жительница этой деревни Суворова Лена. То есть в те годы, в 60-е годы, еще эта деревня существовала. Школы, видимо, не было, да? Школы здесь не было. То есть она существовала где-то вот до середины 60-х годов. А потом люди просто были вынуждены уехать туда, где появилось электричество, где более-менее была социальная обеспеченность в те годы. Вот. Деревню записали неперспективной. Да, деревню записали в то время неперспективной. Она находилась от центральной усадьбы колхоза «Рассвет» на расстоянии 8 километров. Передвижение тогда в основном было на лошадках, это уже было более сложно. Но деревня была такая на хорошем месте. Здесь осталось, кстати, кладбище, которое в настоящее время тоже уже даже мало посещаемое. Сегодня останавливались на Телегурском угоре, это вот по шоссе, мы смотрели в бинокль, вот как раз эта гора видна. То есть отсюда видны практически вот все Болезинские вышки, Ушурские, в общем, чуть ли не до Витаминского района. 275. Да, 275. У нас в Красногорском районе самая высокая, мы буквально недавно заезжали, так называемый урочище Багарьяк, недалеко от Красногорья, 288. То есть таких вот господствующих высот достаточно много. Я знаю, что средняя высота над уровнем моря у нас в Удмуртии 220, да? Вот 220. И вот мы опять на новом месте, сидим тут на бывшей улице, бывшей исчезнувшей деревни Ефремово. И рядом со мной Алексей Иванович, знакомый наш Перминов, который, оказывается, из этой деревни родом. Алексей Иванович, что вы можете рассказать об этой деревне нам? Да, я родился в этой деревне Ефремово. Она также входила в состав Прохоровского сельского совета Красногорского района, но уже в отличие от деревни Порез, она была, жители работали в колхозе имени Жданова. В общем, в Порезе, кстати, я не сказал, она была, да, в колхозе «Рассвет», там был руководителем, председателем Нохрин Павел Федорович, Федор Павлович, бывший фронтовик, а в колхозе «Рассвет» руководителем был Гагарин Михаил Анкудинович, тоже был фронтовик. В общем, мужики такие, настоящие мужики. Так вот, деревня эта здесь образовалась где-то в конце, получается, 18 века, переселенцы, староверы. В основном, конечно, из вятских тех мест, то есть с Кировской области. Кто-то, может быть, и тогда с Нижнего Новгорода даже но фамилия вообще-то Перминовы, основная, которая была в этой деревне, это все-таки переселенцы с Кировской области. Так вот, в основном было представлены здесь фамилии этой деревни. Это Перминовы, Ашихмины,
Булатовы. Других фамилий, практически вот позднее появились Смольниковы. И из 25 дворов, от которых на моей памяти только один дом был представлен, одно подворье, значит, переселенцами из Юкановского района. Они были бюсермянами, фамилия Зянкины. А так деревня, в общем, в деревне люди занимались и очень не только сельским хозяйством, но и разными промыслами. В общем, вот мой дядя, я знаю, был хорошим гончаром, занимались пчеловодством. Также на этих полях вот вокруг деревни, которые хорошо росли, да практически все злаковые, картошку садили и занимались льном. Я просто помню, даже был вот авин, в котором сушили льнотресту, значит, и из этого делали очень хорошие веревки. Я смотрю, вот яблони тут хорошие, да, растут. И что самое интересное, я деревню эту, то есть район Красногорский хорошо знаю, и вот мало в нашем районе таких деревень, где в те времена, как раз конец 50-х, начало 60-х годов, столько было яблонь. Просто здесь вот даже была старушка одна, которая занималась конкретно выращиванием, то есть разведением яблонь, и яблоки эти продавала даже. Это по тем временам была, конечно, редкость. И до сих пор вот деревня просуществовала до начала 90-х годов прошлого, будем говорить, что века тоже. Она, в общем, почему жители переехали, но все равно перспективно тоже, да, тоже посчитали неперспективной, хотя в 1965 году здесь появилось электричество, здесь была проведена радио, значит, связь, то есть радио было позднее, уже телефонная связь даже здесь была, но тем не менее все равно молодежь разъезжалась, в том числе и я, представитель этой деревни, уехал, так сказать, предал свои родные места, малую родину. И, в общем, жители разъехались, но водопровод у нас, наверное, одним из первых вообще в Красногорском районе, потому что деревня находится на холме высотой 275 метров, и самая большая проблема была для деревни – это вода, потому что колодец был на всю деревню один, и приходилось сходить за водой за 100 с лишним метров, в общем, к роднику, который вот расположен котловане этой деревни. Но что можно сказать, что люди здесь тоже жили трудолюбивые, в общем, жили неплохо по тем временам. В каждой семье в среднем было не менее, значит, 3-4 детей, в некоторых было 5-6, одна семья была вообще 11 детей, то есть жили, 2 пруда было, свой погост был этот самый. Кстати, вот кладбище, которое функционирует до сих пор, которое везут людей, мы будем говорить, что старообрядческого вероисповедания, этот самый, из Ижевска, из Игры, и изо всех окружающих деревень. Ну, также, вот, что еще можно сказать, что деревня бы, может быть, и существовала, но вот все-таки, мне кажется, вот начало перестройки еще тоже повлияло на это. Ну да, да. Поэтому В 90-е годы да, многие деревни исчезли. да, и деревня, она перестала существовать. Но могу сказать, что вот в последние годы, значит, через деревню проходит, во-первых, дорога, связывающая нефтепромыслы местных, в общем, нефтедобытчиков красногорских. Вот. И также проложена линия электропередач, идут десятки. То есть проблема как бы возродить эту деревню сейчас нету. Есть, кстати, даже желающие, не знаю, говорить об этом, не говорить. В общем, один молодой человек, у которого предки были выходцами из этой деревни, он грамотный, я его хорошо знаю. Он закончил Бауманское училище, работает в Санкт-Петербурге, но вот почему-то решил, значит, здесь построить дом. Я думаю, что он... Родовое поместье. Да, я думаю, что сейчас есть возможность работать на удаленке, и, скорее всего, он хочет, в общем, ну, вот жить в единении с природой. Ну, может быть, будет как бы началом того, что со временем, может, деревня это даже и возродится. Но место действительно здесь очень хорошее, урожаи были неплохие, в общем, люди... Но будем надеяться, что деревня возродится. Да, будем жить надеждами. Да. Алексей Иванович нас привел на странное место тут.
похоже, могилы какие-то, и, видимо, деревня была какая-то, да, Алексей Иванович? Да, Скажите. здесь кладбище, ну как у нас назывались обычно татарское кладбище в деревне, то есть недалеко, буквально в 1,5-2 километрах от деревни Ефремова располагалась деревня Красный Поселок. В общем, у нас Красный, не случайно это название, она образовалась как раз в где-то начале, ну получается в 20-е годы 20-го столетия. И сюда приехали, в общем, жители татарской национальности из Юкаменского района. В общем, и эта деревня была, ну, на моей памяти, во всяком случае, здесь было где-то всего порядка 10 домов. Ну, первоначально, говорят, немножко она была побольше. И вот в этой татарской деревне все имели фамилию Балтачевы. Балтачевы? Балтачевы. Полностью деревня состояла из жителей Балтачевых. И только один дом был Крысовы. Это были переселенцы тоже из исчезнувшей деревни уже Новочурина, которая под Красногорьем. Кстати, эта деревня Новочурина вроде должна была быть центром Красногорского района, но потом как-то вот она не стала этим центром. Новочурина была тоже староверской деревней, и вот Крысовы переехали в эту деревню. В общем, потом они перебрались в нашу деревню Ефремова. Но я-то хорошо помню этот Красный Поселок из-за того, что со мной из этой деревни учились две девочки Балтачевы, Танзеля и Такзима. Вот. Многих людей, которые выросли в этой деревне, я также знаю. Что вот характерно, очень дружно жили. Очень дружно жили. Деревня была небольшая, но жили дружно, имеются в виду вот с нашими, с ефремовскими, друг другу постоянно помогали. Вот, был тут такой председатель, вернее, председатель руководил бригадой вот краснопосельской, этот Балтачев Саляк Гусманович. Позднее он переехал в деревню Падер Болезинского района всей. И вот я его хорошо помню. В общем, такой интересный был, ну, мужик, в общем, очень интересный, хозяйственный. По тем временам коновалил, в общем, лечил животных, и к нему обращались за помощью, никогда он не отказывал. Так вот, что мне интересно, в общем, по этой деревне, вот у нас Гончаров написал книгу о погибших, вернее, без вести пропавших. Вот, эту книгу он подарил, я как раз вот заинтересовался. В общем, из этой деревни только без вести пропало, в общем, 9 человек. То есть деревенька-то была всего-навсего этот в годы войны. Да, в годы войны, во время Великой Отечественной войны. То есть из этой деревни ушло человек, значит, 15-20, вот 9 человек из них без вести пропало. Я не сказал, из Ефремова, вот, ну я нашел, поднял документы, нашел, во всяком случае, пока вот 40 человек ушло, вернулось только 10. Так что вот были деревни, в общем, и вот осталось от этой деревни на сегодняшний день только кладбище. Сюда продолжают, кстати, хоронить. Привозят. У нас две деревни близко татарские, это Ахмады Болезинского района. Ну, сюда сам Красный Поселок, примерно в какие годы исчез? Тоже 90-е? Он исчез, в общем, Красный Поселок исчез он уже в 70-е годы. Тоже получилось так. Вот в эту деревню, в Ефремово, электроэнергию протянули, а в Красный Поселок электричество уже не поступило. Да. Но сюда радио было проведено. То есть тоже деревня была, посчитали, неперспективной. И в основном отсюда люди переселились вот на центральную усадьбу, потом уже совхоза Прохоровский, деревню Бараны. И до сих пор там много Балтачевых живет, наследников, как бы вот переселенцев из этой деревни. И они, конечно, сюда приезжают, вот даже стараются как бы и за кладбищем присматривать, вот огородили не так давно, и стараются наводить все-таки порядок. То есть будем говорить, что погосты не остаются без присмотра. И вот мы приехали на новое место, это место, где располагалась деревня Крысово. Алексей Иванович нам об этом коротко расскажет. Да, ну вот мы побывали в деревне Красный Поселок, которая находится в 1,5-2 километрах от деревни Ефрема, а в 5 километрах от, ну, во всяком случае, мы так считали, буквально через поля и лес находилась деревня Крысово. Она перестала функционировать гораздо раньше. Дело в том, что когда началось укрупнение сельскохозяйственных предприятий, колхозов,
и начали образовываться это в 60-е годы совхозы, то она также была, ее посчитали неперспективной. И что характерно, в эту деревню даже не провели радио. То есть в этой деревне даже радиовещания не было. Вот этим как бы вы сказали, что школа здесь была. Как бы так? Школа здесь была. Да, Самая школа была здесь, в общем, как раз где-то вот 30-е, 40-е годы, ну, возможно, где-то в 50-х годах. Деревня это была, ну, она организовалась, вернее, когда была создана, точно не скажу, но здесь проживали люди, в основном, значит, фамилия была Пенегины, Анисимовы, были также здесь фамилии и Шуклины. Ну вот впоследствии появились, эта фамилия не здешняя, по-моему, Мусихины, но во всяком случае, вот в основном здесь проживали люди с фамилией Пенегины. И деревня была где-то порядка 30 дворов. А почему школа была? Я считаю, из-за того, что здесь ни церквушки, ничего такого не было, но деревня от центральных усадеб и там, где были школы, была на удалении где-то порядка 8-10 километров, а это уже было прилично, и, видимо, в то время, наверное, все-таки детей в каждой деревне было довольно прилично, и вот здесь была начальная школа. Я не скажу тоже, до какого года она функционировала, но во всяком школа была. И тоже здесь, кстати, еще до революции я знаю, что ну, бытовала у нас в деревне Ефремова, что в этой деревне, ну, немножко, так сказать, унизительно, но черепенями звали людей, потому что очень сильно здесь было развито ремесло, делали горшки, то есть из глины. И даже вот я знаю, что когда здесь перепахивали участки, то до сих пор поднимались разбитые вот осколки этих, видимо, ну, некондиционных горшков. То есть очень, я не знаю, откуда они возили глину, здесь почва-то вроде песчаная, возможно, даже брали с деревни Ефремова, потому что там хорошая глинистая почва, но делали вот горшки. И деревня этим была, в общем, как бы славилась. И вот в мою бытность здесь жил такой крутой по меркам тем временем пчеловод Кузнецов Яков Николаевич. Он был инвалид, что-то у него с ногами, и он во время войны очень занимался, в общем, здесь вот пчеловодством, охотой, и тем самым, в общем, способствовал как бы, ну, жизни, потому что люди, здесь поля не очень богатые, почвы песчаные, но в основном люди жили лесом, то есть промышляли дичью, также, значит, пчеловодством занимались. И вот был промысел, значит, делали гончарным производством, занимались. Деревня была очень такая интересная. В общем, выходец из этой деревни, вот Пенегин Виктор Александрович, долго руководил совхозом Прохоровский и сделал очень для этих мест очень по тем временам много. В общем, все подъездные пути, вот мы проезжали поедем ли во всяком случае по асфальту, до сих пор он сохранился, это было сделано, например, очень много. Он запрудил прудов, которыми пользуются до сих пор. И, в общем, он был вот выходцем из этой деревни. Ну, почему я знаю, я с ним 10 лет проучился, и бывало и просидел за одной партой. В общем, вот. Вы сказали, что еще... Да, еще у меня, значит, из этой деревни, мама моей супруги, в общем, Пенегина Анна Тимофеевна, вот она выходец из этой деревни, у нее было 3 брата, вот 2 брата тоже, кстати, погибли на войне, Александр и Василий. А старший брат закончил Ижевский педагогический институт, затем аспирантуру и преподавал в одном из харьковских институтов. И сейчас, в общем, и вот как раз и его дети до сих пор вот там, на Украине, и проживает там. Вот. То есть отсюда очень много неплохих людей из этой деревни вышло. Они, ну, в общем, работали на благо Отечества в те времена. А сейчас вот, конечно, деревни эту уже нету где-то, с конца 70-х годов. После того, как мы посетили некоторые исчезнувшие деревни, мы попали в деревню Бараны. И в этой деревне есть дом 3 культур. Заведующая этим домом или клубом 3 культур является Боброва Екатерина Павловна, которая стоит рядом со мной. И Екатерина Павловна нам, наверное, расскажет об этих экспонатах, которые здесь представлены богато, и из каких исчезнувших деревень эти
экспонаты появились у вас. И что у вас здесь интересного? Ну, я, наверное, начну рассказ с того, что я сама тоже родилась в Старообрядческой деревне, называется она Лупашино, называлась, вернее. Лупашино? Да, Лупашино. Это находится на самой границе с Березинским районом. Там уже дальше идет татарская деревня Ахмады. Я сама тоже из старообрядческой семьи, поэтому я выросла в этой культуре. Что я сейчас вот могу вам рассказать? Вот это полотенце, оно как раз из той самой деревни. То есть это Из Лупашино. из Лупашино, да. Она когда примерно исчезла? В какие годы? Видите, очень интересно работает. Так, последняя же деревня начала исчезать после того, как там убрали ферму. То есть несколько времени спустя я нашла карту нашего поселения, ну, сейчас поселение называется, тогда была территория сельского совета, и там был такой план. Отмеченные деревни были отмечены по-особенному. Те, которым дано было жить, и те деревни, которые должны были просто ликвидироваться. Являются неперспективными. Да, являются неперспективными. И то есть там еще было два таких значения, которые в первую очередь ликвидировать, а которые чуть позже. И когда вот я на этой карте увидела свою деревню, конечно, мне было очень больно на это смотреть. Да, было. Обидно, потому что наша деревня попала в первую очередь. И когда убрали ферму, там люди занимались, ну, понятно, сельскохозяйственными работами, но там была ферма, где держали овец. И был, значит, мы называли овчарником в детстве дети, был еще конно. И вот, то есть, вокруг этой фермы была работа, жили люди. Когда ликвидировали эту ферму, а людям работать стало негде, и деревня начала разъезжаться. Мы переехали из этой деревни в 1972 году. И после нас, в общем, последние жители, по-моему, оттуда выехали где-то примерно в 1981 году. То есть, а жители последние, это оставался один дом. Они там очень долго жили. А примерно вот расселение, исчезла деревня, можно сказать, где-то с 72 по, наверное, где-то примерно по 75 год. То есть они потом еще очень долго жили там в одном хозяйстве. Вот это полотенце, оно было передано там моей, наверное, маме, бабушке или прабабушке, и вот оно сохранилось, и вот оно тоже, оно оттуда. Вот здесь есть письмо. Сарафан. Сарафан праздничный, то есть можно было сразу определить. То есть вот здесь была сборка, назывался сарафан сбором. И вот здесь тоже была сборка. И, конечно, они были яркие. Но они, вот этот пояс, он тоже с этой же деревни. То есть тоже перед остался не уже от мамы, а ей, наверное, там каких-то своих уже родственников. И вот этот сарафан, хотя и черный сарафан, так вот, черный сарафан, вот он тоже праздничный считается, потому что он тоже сбором. Вот этот пояс еще, вот эти предметы были переданы сохранились в той деревне, в моей деревне, так сказать, в которой я родилась. Теперь, вы были уже в деревне Ефремово? Были там, да. Вот это вот братья тоже передали этот экспонат нам. Из деревни Ефремово, Из да? деревни Ефремово, да. То есть нам это использовалось для хранения меда. Это деревянное, да? Да, там хранили мед. То есть я все время удивляюсь, насколько было качественно. Все, ничего нигде. Как она закрывается, как она не открывается. Ну вот эти вещи, это вот замок, это амбарный замок. Сколько он тоже, как сказать, даже, видите, из замки сталкивались с этим. Да, мы видели такие. Да, то есть, можно сказать, да, то есть, но это вот экспонаты уже переданы из деревни Закатайс. Потому что старообрядческие деревни, а еще, к счастью, уверен, существует. Много деревень-то старообрядческих исчезло. Ну, вот исчезла деревня Лупашино, которая была отмечена как неперспективная. Потом исчезла деревня Старобеляево. Они находились где-то в километрах, наверное, 3 друг от друга. Там была прямая дорога по лесу. Она тоже была обозначена неперспективной. Потом около деревни Прохорова там находилась деревня Смольники, Улемина, Самоделкино. Вот это были все староверские деревни. Они тоже все исчезли. Их уже
Они очень давно исчезли, они даже исчезли раньше, чем, наверное, вот деревня Лупашина и Старобеляева.